государственный флаг Республики Абхазия и флаг Конфедерации горских народов Кавказа внести. Официальная часть мероприятия, посвященная Дню добровольца, объявляется открытой. Слово предоставляется руководителю администрации президента Республики Абхазия Джансуху Эдуардовичу Нанба. Я извиняюсь. Слово предоставляется первому вице-премьеру Республики Абхазия Беслану Цыбовичу Джопуа. Абзерашумыз хатарызку хасысча хатарызку хатгуб харала айбишра яз ветеранча яхетби ярызку язгвахто ахул пазяла хуздеги абсны ахбара. Дорогие добровольцы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, жители и гости нашей республики, позвольте поприветствовать вас всех на сегодняшнем торжественном мероприятии. С древнейших времен, когда над нашими братскими народами нависала внешняя угроза, чувство единения, единокровного духовного родства становилось самым надежным щитом от любой проявленной агрессии. С августа 1992 года более 2000 добровольцев отчаянно сражались плечом к плечу с нашими воинами, как на Западном, так и на Восточном фронтах. Более 250 воинов сложили головы за свободу нашей страны. Большое значение в защите Абхазии от грузинской агрессии имело участие соотечественников из Турции, Сирии, Иордании, чеченских добровольцев, прибывших по призыву Конфедерации горских народов Кавказа, сынов Кабарды, Карачаева-Черкесии, Адыгеи, Ингушетии, Северной и Южной Осетии, а также казачества Юга России. Добровольческое движение в поддержку Абхазии навеки вписано золотыми буквами в новейшую историю не только нашего государства,
но и всего Кавказа, став символом возрождения кавказского духа. Склоняем головы перед памятью бойцов-добровольцев, отдавших свои жизни на полях сражений и ушедших в мир иной в послевоенное время. Почтим память минутой молчания наших братьев-добровольцев, которых сегодня нет с нами. Спасибо. Прошу сесть. Абхазский народ глубоко чтит и всегда будет хранить в своей памяти благородный подвиг всех братьев, пришедших на помощь. Из 2000 добровольцев 51 присвоено звание Герой Абхазии, 247 награждены орденом Леона, медалью за отвагу 623. Владислав Григорьевич Ардзумба уделял особое внимание добровольческому движению и с великой благодарностью обращался к ним. В этой священной борьбе, говорил он, мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, юга России, всех честных людей мира, протянувших руку помощи. В ряду героев-братьев-добровольцев по праву особое место занимает сын кабардинского народа, председатель Комитета самообороны Конфедерации горских народов Кавказа Султан Асламбекович Сосналиев. Султан Асламбекович уже 15 августа прибыл в Абхазию, возглавил первую группу добровольцев, появление которой укрепило дух абхазской армии. И не случайно, что День добровольцев в Абхазии отмечают именно в этот день. Добровольческое движение показало, насколько сильны братская помощь и поддержка. Это еще больше укрепило дух нашего народа и сыграло немаловажную роль в освобождении Абхазии от грузинских оккупантов, а также установлении государственности Абхазии. Народ Республики Абхазия всегда будет дорожить теми крепкими узами, которые связывают нас. Сегодня мы выражаем чувство искренней признательности и благодарности всем, кто, руководствуясь нравственными принципами, вместе с нашим народом прошел суровые испытания в борьбе за свободу и мир на абхазской земле. С Днем добровольца, наши дорогие братья и сестры! Желаем вам мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия. Спасибо. Слово предоставляется помощнику министра обороны Илье Шаловичу Гамисоне. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, братья! Сегодняшний день в Абхазии отмечают День добровольцев, 15 августа. Этот памятный день посвящен добровольцам, прибывшим сюда уже в первые дни начала войны. Этот день войдет в историю Абхазии и навсегда останется в новейшей истории Абхазии. Неоценим вклад добровольцев в национально-освободительное движение народа Абхазии и в победу в Отечественной войне 92-93 годов. Добровольческое движение было многонациональным. В нем участвовали представители десятков национальностей. Их присутствие, особенно на первом этапе войны, сказалось на боевом и моральном духе нашего ополчения. Основная масса добровольцев шла в Абхазию, даже не сообщая об этом своим родным. По велению сердца они шли, готовые отдать свои жизни за свободу своей братской страны. В первые же дни войны 15 августа 1992 года Конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии. В этот же день председатель Комитета самообороны Конфедерации горских народов Кавказа Султан Сосналиев, прорвавшись с группой конфедератов через позиции грузинских войск на реке Псоу, прибыл в Гудауту и вскоре возглавил штаб обороны. На чрезвычайной сессии парламента конфедерации, состоявшейся 18 августа,
было единогласно решено оказать помощь сражавшейся Абхазии. Был рассмотрен вопрос о сборе и отправке добровольцев в Абхазию. Более 2000 добровольцев участвовали в священной борьбе нашего народа за свободу и независимость. Именно их братская помощь не позволила осуществиться планам агрессора, направленным на геноцид абхазского народа. В тяжелое для нашего народа время представители разных национальностей, разного вероисповедания, взглядов были едины в желании помочь сражавшейся в Абхазии в ее борьбе против оккупантов. Добровольцы вливались в ряды вооруженных сил, являя собой примеры мужества и братства. Здесь уже отмечалось, что 51 человек из них удостоены высокого звания Героя Абхазии, 247 награждены орденами Леона, 623 медалью за отвагу. Более 260 добровольцев погибло, защищая Апсны. После завершения войны подавляющее большинство добровольцев вернулись к своим очагам. Очевидно, что отрадно, что сегодня есть общественные организации, объединяющие добровольцев, и мы рады приветствовать наших братьев. Многие из добровольцев живут в Абхазии, вносят свой вклад в становление нашей страны, и это замечательно. Память о подвиге добровольцев Абхазия пронесет сквозь века. От имени руководства Министерства обороны, личного состава поздравляю всех с сегодняшним днем. Желаю счастья, мира всем нам. С праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется экс-министру обороны Республики Абхазия, герою Абхазии Вячеславу Ахметовичу Эшба. Добрый вечер, уважаемые присутствующие. Сегодня действительно особенный день в истории абхазского народа. Здесь выступающие говорили, какова была роль прибытия из Северного Кавказа таких лидеров, как Султан Асланбекович 15 числа, в самые сложные времена, когда не все смогли в Абхазии определиться, даже не знали, что происходит. Им, добровольцам во главе с Султаном Асланбековичем, было принято мужественное решение и прибыть в Абхазию, чтобы помочь нам всем. Миссия добровольческая, она очень сложная. История знает много войн, где присутствовали добровольцы. Но я хочу здесь подчеркнуть то, что те люди, которые приехали добровольно из Северного Кавказа, из юга России, казаки, вообще за границей, диаспора, вот они, никто не помнит, чтобы совершили какое-то деяние, что-то, которое могло бы опозорить честь добровольца. Поведение было шикарное во всех отношениях. Это говорит о нравственных качествах добровольцев, которые прибыли сюда, в Абхазию, и знали, за что они пришли. Я по долгу своей судьбы оказался на Северном Кавказе, выполнял определенные авиационные миссии, имел встречи с рядом руководителей. Хочу подчеркнуть именно роль Конфедерации народов Кавказа, какие там были политики, какие там были лидеры и какую они роль сыграли, будем говорить даже по отношению к центральным властям России. И то, что происходит на Кавказе, это было сделано очень мудро, и в то время смогли стабилизировать ситуацию, чтобы действительно на Кавказе у нас, в Закавказье, не произошла, хотя у нас это все трагедия, года и 2 месяца, но тем не менее эту роль тоже нужно. Я думаю, история оценит. Я что хочу сказать. Надо привлекать больше молодежи к таким дням, к таким праздникам и вообще проводить семинары. Нужно разъяснять молодежи, потому что мы, ветераны войны, добровольцы, которые сегодня живы,
Время такое, время потихоньку уходят люди. А наша роль, наша цель заключается в том, чтобы передать преемственность, чтобы наша молодежь понимала, что происходило, и дальше, чтобы они могли увязывать свои жизни вот, с Абхазией, на Кавказе, и то, что происходит не только на Кавказе, в России, эту связь надо укреплять в политическом отношении и в других отношениях. Есть такая поговорка: поддержав друга, сам становишься сильнее. Я скажу так: вы, дорогие добровольцы, не только друга поддержали, поддержали брата, поддержали правду, волю Бога и защитили нас от геноцида. Спасибо вам большое. Вечная память всем, кто сложил свои головы. Спасибо родителям. Я участвовал в нехороших мероприятиях, когда на Северный Кавказ, в Чечню, в Кабардино-Балкарию увозили людей, погибших. Реакция их родителей, реакция близких людей, никто не сказал кривого слова. Вы по достоинству выполнили свой долг. Это была воля народа. А воля народа никогда нельзя сломить. Еще раз вам большое спасибо. Официальная часть мероприятия, посвященного Дню добровольца, объявляется закрытой. Государственный флаг Республики Абхазия и флаг Конфедерации горских народов Кавказа вынести. Прошу садиться. Дорогие братья-добровольцы, уважаемый Михаил Александрович, уважаемые
матери погибших воинов, уважаемое руководство нашей страны, уважаемая Светлана Родионовна, уважаемая Любовь Николаевна, дорогие друзья, 31 год назад, в тот самый момент, когда стоял вопрос, быть или не быть абхазскому этносу, когда фашист с издевательской ухмылкой ворвался на нашу священную землю, выжигая все на своем пути. Вот именно в этот самый момент к нам пришел заслуженный летчик Советского Союза, полковник Советской Армии Султан Асламбекович Сосналиев с первыми добровольцами из Кабардино-Балкарии. А затем в считанные дни к нам на помощь малочисленному и уступающему в оснащении народу рванули мужественные парни со всех уголков Евразии. Они не смогли сидеть дома и наблюдать геноцид абхазского народа по телевизору. Наш Владислав Григорьевич с самого начала войны верил в победу. Он знал, что невозможно уступить, когда рядом стоят братья, словно монолит. Будучи 7-летним ребенком, помню, как в блокированном Ткварчале взрослые люди, пожилые люди рассказывали друг другу о мужестве добровольцев. А в моем детском сознании это воспринималось буквально так. Я думал, что невозможно убить добровольца, невозможно его одолеть. В том, что невозможно одолеть, я оказался прав. А то, что за свободу Апсны погибли сотни добровольцев, мне стало известно спустя несколько лет. Мы будем помнить всегда этих героев. Администрация города Сухум с большой ответственностью и чувством гордости отнеслась к подготовке сегодняшнего мероприятия в честь Дня добровольцев. Огромная команда работала над сегодняшним проектом, и там стоящие люди, они волнуются. Но я думаю, что вы поможете, подбодрите, и они покажут все то, что на протяжении 72 дней готовилось. Я хочу обратиться к вам, уважаемые мои ровесники в частности. Давайте стоя поаплодируем мужеству и героизму наших добровольцев. Спасибо вам за эту мирную жизнь. Спасибо за все, наши братья-добровольцы. Позывной 12. Мы начинаем. Харахажлар мшей. Апсуа базака ус имаджим акулу игу ишана базеевш. Харай хадгал нхыца хашцва, абазаква, адыкцва, ачеченцва, аурусква, аказаква.
Ҳарас иаҭахузеи, Аԥсны ақьчара аус аҿы абџьар иаҵагылоуп амшын ырцәынтәи иааиз ҳашьцәагьы. Ажәакала, иахьа ҳара ҳажәлар ирылшартә иҟоуп аԥсадгьыл ахьчарагьы, аҭынчратә усқәа рыӡбарагьы. Аԥсуаа абазақәа рыҭҟәара иахьа ус имариам. Иахьатәи аибашьра ҳацәымҩашьо ари ҳнарбон. Ҳара аӡәгьы ҳиқәымлеит. Изқәылаз ҳара ҳауп, адунеи зегьы аҿы еиԥш ҳаргьы азин ҳамоуп ҳаԥсадгьыли ахақәиҭреи рзы ақәԥара. Ҳара ҳзышьҭоу анцәа ду иҳаҭәеишьаз уи ҳнапы ианиҵаз ауп. Ус анакәха, ҳара иааира ҳгоит, сара исҭахуп абри зегьы агәра бжәгарц. Где наш автор? Тихо, тихо, тихо. Алло. Алло. Алейкум салам, брат. Нет, сегодня никак не смогу. У Грозном я буду только через 3 дня. Дело в том, что я в Абхазии нахожусь, брат. Мы решили тут с боевыми друзьями увидеться. Празднуем День Победы. Хвала Всевышнему. Увидимся через 3 дня, брат. Увидимся. Витя, мы гусеницы ваших танков зубами грызть будем. Ассаламу алейкум, брат. Как я рад. Мы обожжены живем на высоких горах, горы рок. Мы обожжены живем на скалах. Как я Хамзат, рад. Алан, как я вас снова рад видеть, братья. Как я рад. Братцы, но мне одно не ясно. Нас что, было 3? Нет, брат. Где скоро. Шумахер? Где наш казак? Вот он, добрый брат. А вот наш казак! Удалой! Как вы, мои братья? Ассаламу алейкум, братья, Шумахер на трассе. Казак молодой. Отлично. Чичунга. Мы снова вместе! А где там Абхаз? Я Абхаз подходил. Адгур, дорогой. Ну, шубзия. Не забыл родной язык. Познакомьтесь, это молодой писатель. Он будет писать книгу про Сосналиева и про наших добровольцев. Очень хорошее дело. Мы задержались, потому что были приглашены в школу на урок мужества. Вы даже не представляете, как дети хорошо знают историю нашего Владислава. Сергея Платоновича. И, конечно же, про Сосналиева. Вы даже... Как они очень хорошо знают про мужество и героизм наших братьев и сестер, которые защищали эту землю, которые сложили головы за будущее новых поколений. Молодцы, молодцы. Вечная память. Братцы, а что ж мы стоим, Адгур? Веди своих гостей. Гостей? Какие гости? Вы дома? А? Ну, а у тебя есть удостоверение? Права? Тогда я сам поведу.
Да. Добрый вечер. Кто это? Привет, друг, привет. Как дела? Что нового? Слушай, я тут заканчиваю работу над книгой. Через 2-3 дня освобожусь, давай тогда встретимся и обсудим все детально. Работаю над книгой. Спасибо. Ну, всего доброго, до встречи, друг. Папа, а что ты делаешь? Пишу книгу о великом человеке. Ты пишешь книгу о себе? Да нет, дочь, я велик лишь только для тебя, а человек, о котором я пишу, велик для всех. Даже враги восхищались. А как его зовут? Его зовут Султан Асламбекович Сосналиев. А кто он? Вот напишу я книгу, а потом вместе и прочтем. Ладно, папа, не буду мешать. В стародавние времена в лесах Аргуданского ущелья, в истоках родниковой речушки жила девушка по имени Аруда. Ее отличали незаурядная сила и редкая красота. Она говорила: «Выйду замуж за жениха, который одолеет меня в поединке». Шло время, а Рудан не уступала в силе никому из женихов. Но однажды появился Щаула, жених из рода Сосналиев. Он предложил руку и сердце доброй лесной феи. «Одолей меня в борьбе», — сказала она. Пелуан Арудан и богатырь Сосналы были в нардских доспехах. Они сняли свое вооружение и положили в сторону на землю. Стали бороться. Изворотливой и сильной была Рудан. Но все же первенство одержал Сосналы. Они поженились, построили себе жилище у родникового источника, откуда Арудан часто брала воду. Источник стал называться Арудан. К этому месту пришли люди. Постепенно возник аул. Здесь источников было много. Все они соединились в родниковую речку. Речушка и аул стали называться Арудан.
Однажды султан принес домой радиолу, которую ему подарили как лучшему механизатору. В то время это был настоящий предмет роскоши. В отсутствие султана мы, пытаясь найти какую-нибудь волну с музыкой, нещадно крутили ручки и нажимали на кнопки. Мать султана, видя, как мы балуемся, постоянно кричала на нас. Осторожно крутите, сорванцы, а то вам от султана влетит. Больше всего мы любили крутить одну пластинку Равеля, Болеро. О, эта музыка нас завораживала. Хотелось, чтобы она длилась вечно. Но все по порядку. Репрессии 30-х годов затронули обе семьи. И Сосналиевых, и Анзоровых, откуда вела свое происхождение мать султана Таужан. Отпрыском аристократических фамилий было небезопасно находиться у себя на родине, и семье султана то и дело приходилось переезжать с места на место. Сначала они укрывались в селении Аланском, а после войны в 50-е годы могли перебраться поближе к своей родине. Селение Виноградное Курбского района Кабардино-Балкарии. Мать Таужан с детьми Анатолием и Султаном приехали по приглашению Алпановых, которые являлись родственником по материнской линии. Мне было тогда 7 лет, и мы с Анатолием были ровесники. И все свободное от работы время мы играли вместе с сверстниками во дворе у Сосналиевых или у нас в различные активные игры. Ух. Играли в основном в чижика, это одна из разновидностей бейсбола, и в жошку. Жошкой называли кусок свинца, с одной стороны обшитый войлоком. Суть игры заключалась в том, чтобы внутренней стороной стопы набить жошку как можно большее количество раз. Султан виртуозно жонглировал жошкой и вообще был мастером активных различных игр. Айда на речку! Султана еще в детстве отличала аккуратность, дисциплина, какая-то недетская рассудительность, благодаря чему он пользовался авторитетом даже у более взрослых ребят. Причина такого серьезного отношения к жизни заключалась в том, что в отсутствии репрессированного отца султану пришлось остаться старшим мужчиной семьи, ее главой. Позднее, получив профессию механизатора, султан стал работать на тракторе. Но в то время даже самому опытному механизатору редко доверяли такую дефицитную технику. Но султана знали как серьезного и ответственного человека, и он полностью оправдывал это своим характером. Мало того,
начальство разрешало ему оставлять свой трактор у себя во дворе. Мужчина должен ухаживать за своим конем, говорил нам султан. Вовремя его мыть и кормить. Трактор – это тоже конь. Он всегда должен быть чистым и готовым отвезти своему хозяина, куда ему нужно. Однажды, играя на берегу реки, мы оказались смытыми в реку вместе с частью берега. С большим трудом нам удалось выкарабкаться на берег, но двое ребят помладше стали тонуть. Их уносило течение вниз, где ниже находилась плотина. Если бы их дотащило до плотины, они бы наверняка погибли. К счастью, в это время к реке подъехал султан. Он сразу понял, что происходит, и, скинув сапоги, бросился в реку. Кое-как, каким-то чудом в бурном потоке ему удалось схватить насмерть перепуганных детей. Крепко держа их за руки, он проплыл вниз с ними еще 2 километра и выбрался на берег. Родители спасенных ребят, узнав об этом, устроили в честь султана целый праздник с угощением. Едва ли не последней об этой спасательной операции узнала его мать Таужан. Сам султан, конечно, ничего не сказал матери. Не хотел волновать. «12 августа 1961 года. Султан Сосналиев становится курсантом Сызранского военного авиационного училища. Сдавать вступительные экзамены было непросто, ведь ему предстояло пройти по чрезвычайно большому конкурсу – 2500 человек на 220 вакантных мест. После прохождения в течение сентября курса молодого бойца Султан Асламбекович был назначен старшиной первого классного отделения с присвоением воинского звания сержант. В ходе учебы он раскрывал в себе незаурядные способности. На протяжении всех 3 лет учился на отлично. На каждом курсе в числе первых летал на всех типах летательных аппаратов. В сентябре 1964 года Султан Сосналиев с отличием окончил Сызранское военное училище. Он был в числе небольшой группы выпускников, которым была присвоена квалификация пилот-техник. Дисциплинированный и требовательный младший командир. Командные навыки хорошие, командный язык отработан, внешний вид всегда чист и опрятен. Повседневного контроля за поведением не требует. Хранить военную служебную тайну умеет. По характеру спокойный и выдержанный. Среди товарищей пользуется деловым авторитетом. Физически развит хорошо. Первый полет, еще не самостоятельный, а учебный, когда ты сидишь сзади инструктора, а он воевал в Великой Отечественной войне. Он сказал: ну что, сынок, я покажу, как надо летать.
Голова моя мотается, перед глазами небо, земля, а в мыслях: зачем мне все это надо? Где мой трактор? Мутит, хоть бы не вырвать. Приземлились, и на вопрос: ну как, понравилось? Отвечаю, собрав все свое мужество: очень. Он, понимающе похлопал по плечу и сказал, что придет время, когда без полета не сможешь жить. Приказом Министерства обороны СССР от 20 октября 1964 года выпускник училища зачислен в распоряжение командующего 10-й отдельной армией ПВО. Перед превосходно зарекомендовавшим себя выпускником Сосналиевым открывалось широкое поле деятельности, соответствовавшее его неукротимому духу. Чуть позже Султан Асламбекович совершит полеты на суперсовременном истребителе-перехватчике МиГ-25П на высотах более 23 тысяч километров. Наш герой успешно прошел 5-месячные курсы переподготовки летчиков в Горьковской области. Затем получил назначение в 524-й авиационный полк истребителей-перехватчиков, дислоцировавшийся в Архангельской области. Полк выполнял важную задачу по охране воздушных рубежей советского Заполярья. Приказом командующего 10-й отдельной армии ПВО от 28 ноября 1964 года Сосналиев получает назначение 641-й гвардейский истребительный полк 5-й дивизии. Чуть позже в 524-й истребительный авиационный полк 23-й дивизии ПВО. К полетам относится добросовестно. Организаторские способности хорошие. С подчиненными работать может. Со стариками вежлив, среди товарищей пользуется авторитетом. По характеру вспыльчив, но выдержан. На все замечания реагирует быстро и действия свои оценивает правильно. В быту опрятен. Физически развит хорошо. В строевом отношении подтянут. Стрелковая подготовка удовлетворительна. Идеологически выдержан, морально устойчив. Вывод. Занимаемой должности соответствует. Достоин отправки на учебу в высшее военное учебное заведение. В 1974 году Султан Сосналиев поступает в военную командную академию ПВО имени маршала Советского Союза Жукова по специальности командно-штабная оперативно-тактическая. А в 1978 году успешно ее оканчивает, получив высшее военное образование. Но за несколько дней до поступления в академию Султан Асламбекович назначается на должность командира авиационной эскадрильи 524-го истребительного авиационного полка 23-й дивизии ПВО. Видимо, именно это назначение сыграло роль в его поступлении в высшее военное учебное заседание. Заслуженный военный летчик СССР Султан Сосналиев с начала летной практики в небе провел 3215 часов. Из них в сложных метеоусловиях 1800 часов, а ночью 1080. Из воспоминаний Ирины Агарба. Муса Шанибов – оратор, которым покорялись огромные аудитории, можно сказать, стадионы. Люди слушали его и восторгались. Его смелость, патриотизм и харизма, как носителя идеи единения братских народов Кавказа, оказались чрезвычайно востребованы в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия. Когда по прошествии лет перелистываешь документы, подписанные Шанибовым от имени КНК, начинаешь понимать, что роль добровольцев, роль лидера конфедерации невозможно переоценить. Не будет преувеличением, если сказать, что он является символом не только этой эпохи, но и многих прежних эпох. Мудрость, рожденная нашим прошлым через него, пробивалась в новую формацию, в новое время. Он воспринимается как зубр, но не в смысле возраста, а в смысле влияния его личности, силы его внутреннего стержня, преданности идеям и ценностям нашей кавказскости. Свою основную миссию как лидера он реализовал в Абхазии своим вкладом в ее победу. Вспоминая о султане Сосналиеве, Муса Шанибов говорил следующее. Рассматривался вопрос о назначении на должность председателя комитета самообороны КГНК.
Я попросил Шириева пригласить Сосналиева в офис Конгресса кабардинского народа в Нальчике, где размещался и штаб конфедерации. На меня оказало благоприятное действие его сдержанная военная выправка и особенно классические кабардинские, черкесские черты лица, наполненные гордым, спокойным достоинством. Моментально было мною замечено особенности его голоса, манеры разговора, спокойно рассудительные и, к моему удивлению, почти полностью лишенные свойственной южанам жестикуляции. Я услышал, как было принято у наших истребленных дворян, тихий и спокойный голос, в котором явно чувствовалась железная стойкость и завуалированная сила характера и поведения. Передо мной сидел заслуженный летчик СССР. На мои восхищенные вопросы он отвечал очень сдержанно. Ни собой, ни своими заслугами он не восхищался. Я попросил его выразить одним словом самое главное в деятельности летчика реактивной авиации. «Умение мгновенно принимать единственно верное решение», — сказал он. «Если это мгновение упущено или принято неверное решение, то последствия будут неповторимыми». Эта глубокая мысль, подумал я, гениально отразила специфику действий в воздухе летчика реактивного самолета. И я подумал, наш бывший председатель комитета самообороны КГНК генерал Филосов был человеком рассудительности. А этот новый председатель будет человеком мгновенного и единственно верного действия. И я тогда в полном объеме понял, но уже и почувствовал, насколько нам повезло, когда судьба послала на этот серьезно не воспринимавшийся пост именно такого деятеля. Вскоре после назначения султана на пост председателя самообороны Конфедерации горских народов Кавказа возникла ситуация, которая проверила соответствие его главного принципа – возможность принятия мгновенно верного решения. В начале 1992 года, кажется, где-то в апреле, президент Международной черкесской ассоциации Юрий Калмыков и Конфедерация горских народов Кавказа получили тревожную телеграмму от Владислава Ардзенба. В ней сообщалось, что к границам Абхазии на реке Ингуре подошли войска Госсовета Грузии. Возникла реальная угроза вторжения этих войск на территорию Абхазии. Ассоциации и конфедерации надо было вмешаться в ситуацию. Мы связались по телефону с Юрием Калмыковым, который находился в Москве. Он продиктовал нам текст заявления Черкесской ассоциации. В нем от имени Международной организации адыгов и черкесов Шеварднадзе решительно предупреждался о необходимости воздержаться от военных действий против Абхазии, ибо в противном случае черкесы не оставят в беде братский народ. Эту телеграмму мы отправили в Тбилиси из Нальчика. А я решил, что телеграмму Калмыкова надо подкрепить конкретными действиями. Как можно быстрее, хотя бы в небольшом составе, от имени конфедерации выехать в Сухум. Попросил управляющего делам конфедерации Шириева срочно найти султана Сосналиева. Я только успел найти транспорт, а наш активист Гумар Мурзаканов согласился сам на своей автомашине повезти нас в Сухум. И тут же к нам присоединяется султан. Я удивился быстроте его прибытия. Я задал один-единственный вопрос. Сколько времени ему нужно для сборов? Султан ответил: 10 минут. А похоже, он, готовый к отъезду, вышел уже через 5. И в таком же султановском оперативном ключе моя небольшая группа направилась в Сухум. И за 10 часов из Нальчика мы доехали до столицы Абхазии. После этого мы много раз покрывали это расстояние, но ни разу мы не смогли повторить рекорд скорости той поездки с султаном в Сухум. Я убедился, что в любой другой подобной ситуации министр обороны КГНК будет действовать подобным же образом. Это подтвердилось через 4 месяца в сверхопасной обстановке, сложившейся в Абхазии в августе 1992 года, когда в приемной Верховного Совета Абхазии собралась вся наша группа. Я спросил султана о впечатлениях от поездки к абхазской границе. «Абхазия совершенно не готова к войне», — сказал он. Наш разговор прервало приглашение в кабинет председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзенба. После взаимных приветствий разговор начал Владислав. Он поблагодарил президента Международной черкесской ассоциации Юрия Калмыкова за телеграмму протеста, направленную Шеварднадзе. Нас похвалил за оперативное прибытие в Сухум.
после чего сразу сообщил, что разговаривал по телефону с Шеварднадзе. Последний заверил его в том, что никаких намерений осуществлять военную акцию против Абхазии не имеет. Создалось впечатление, что Владислав удовлетворен разговором с Шеварднадзе и что он поверил заверениям «белого лиса», как называли грузинского лидера в кругах, где его хорошо знали. Я стал горячо, по своему обыкновению, возражать против заверений Шеварднадзе. Назвал это подозрительным. Похоже, войска, получившие опыт истребления безоружного населения, Шеварднадзе понадобились в другом месте. И это место он показал, направив их к границам Абхазии. Очевидно, что войны Грузии против Абхазии не избежать, и к ней надо готовиться. После меня высказался и султан. В своей привычке быть лаконичным он сказал, что вероятность войны Грузии с Абхазией предельно высокая. Абхазия к этой войне совершенно не подготовлена. Состояние обороны ее границы никакой реальной обороны не гарантирует. И надо использовать все возможности, чтобы к ней подготовиться. Султан Сосналиев и управляющий делами КГНК Хаути-Шериф 14 августа 1992 года, получив известие о нападении Грузии на Абхазию, быстро собрали небольшую команду. Вопрос с транспортом тоже решили моментально. Двоюродный брат Шириева на Икарусе совершал рейсы в Турцию, Сирию и Иорданию, где проживали многочисленные черкесские диаспоры. Он и вызвался совершить этот важный рейс в Абхазию. С внешней стороны его Икарус был расписан латинскими и арабскими буквами. Группа султана на российско-абхазской границе узнала о том, что грузинские войска только что высадили десант и захватили Гагру. Любой офицер, маломальски знакомый с военным искусством, остановился бы здесь, искал бы другие пути в обход захваченного грузинами города. Но Сосналиев считал, что нельзя терять время, ведь неподготовленная, совершенно неподготовленная к этой войне Абхазия нуждалась в незамедлительной поддержке со стороны конфедерации. Султан мгновенно принял единственно верное, но крайне опасное решение. Он скомандовал своим бойцам лечь на пол Икаруса, так, чтобы было видно только его и водителя, и направился навстречу грузинским войскам. Как выпускник военной академии, он знал правила ведения войн, которые заключают в себе то, что нельзя стрелять по гражданским. Фашистам эти правила не знакомы. Простое везение заключалось в том, что они были настолько увлечены грабежами, вследствие чего и допустили халатность. В Гагре Икарусу султана перекрыли дорогу грузинские солдаты. Он крикнул им, что спешит вывести детей. По надписям на автобусе оккупанты должны были понять, что он пустой и собирается вывести иностранных детей, якобы отдыхавших в летнем лагере. Госсоветовцы, ничего не заподозрив, пропустили его. Но еще бы, султан Асламбекович был настолько убедителен, что сам шофер, стало было, не поверил в эту легенду. С криком «Газ!», чтобы лишний раз не испытывать судьбу, султан решил протаранить второй блокпост. Если бы только враг знал, что это был не просто автобус, спешащий эвакуировать детей, а самый, что ни на есть, настоящий троянский конь. Мне доложили о прибытии группы кабардинцев во главе с полковником Сосналиевым. И я сразу же отправился к месту, где он уже начал формировать штаб.
Когда я открыл дверь и вошел в помещение, то увидел стол через всю комнату, в конце которого сидел султан, а с обеих сторон стола стояли люди, которым он что-то объяснял. Увидев меня в дверях, Сосналиев громко скомандовал: «Встать!», после чего подошел ко мне и по-военному четко доложил: «Товарищ главнокомандующий, полковник Сосналиев занимается формированием штаба обороны. Со мной прибыла группа добровольцев из Кабардино-Балкарии. Оттуда же выступают другие отряды добровольцев. Жду ваших распоряжений». В тот момент всякие сомнения в исходе только что начавшейся войны у меня полностью исчезли. Минуя горы, перевалы, наш путь лежит к тебе от сна. Пусть знают дикие вандалы, в виде Абхазы не одни. Мы не дадим в обиду брата, готовы головы сложить. Тебе служить для нас награда, страна души ты будешь жить. Мы не дадим в обиду брата, готовы головы сложить. Тебе служить для нас награда, страна души ты будешь жить. Адыги, русские лезгины, идут сыны из Кабарды. Спешат на помощь абазины, идут черкесские сыны. Мы не дадим в обиду брата, готовы головы сложить. Тебе служить для нас награда, страна души ты будешь жить. Мы не дадим в обиду брата, готовы головы сложить.
Тебе служить для нас награда, страна души ты будешь жить. С тобой Чечня и Осетины, с тобою гордый Карачай. Мы заряжаем карабины, чтобы уничтожить палача. Мы не дадим в обиду брата, готовы головы сложить. Тебе служить для нас награда, страна души ты будешь жить. Мы не дадим в обиду брата, готовы головы сложить. Тебе служить для нас награда, страна души ты будешь жить. В бою докажем силу братства, врага мы в бегство обратим. Мы беспощадно будем драться, наш горский дух непобедим. Мы обещаем в день победы лезгинку дружно станцевать. Пройдут, закончатся все беды, а в сны ты станешь расцветать. Мы обещаем в день победы лезгинку дружно станцевать. Пройдут, закончатся все беды, а в сны ты станешь расцветать. А в сны ты станешь расцветать. В военно-политическом аспекте умений, знаний, навыков этих людей было более чем достаточно для руководства военными действиями. Огромная воля и решительность народа настраивали только на победу. Быстро формировалась линия фронта на Гумисте, но она была все-таки уязвима в условиях, когда противник продолжал подтягивать с бывших военных баз на территории Грузии дополнительную бронетехнику, артиллерию, боекомплекты и личный состав. Формировалась также линия обороны на Гагарском направлении и Восточном фронте. Противник применил довольно грамотную тактику поведения. Внезапно оккупировав в восточной части страны основные территории, через которые проходила транспортная коммуникация, высадив десант на западной оконечности и путем обмана, развив успех по захвату Гагры и Сухума. При всем при этом, за 13,5 месяцев военных действий войскам Госсовета Грузии не удалось закрепить за собой ни пяди абхазской территории. Казалось, положение складывалось отчаянное. Было время, когда мы контролировали немногим более 50 километров территории на западном направлении. Но никто не дрогнул и не впал в уныние. Народ чувствовал себя оскорбленным и жаждал мести. Продолжали прибывать добровольцы из Северного Кавказа, независимых республик бывшего Союза, зарубежной диаспоры. Это оказывало прежде всего огромную моральную поддержку. За спиной султана была Академия имени Жукова. Ему приходилось еще в советской армии выполнять ряд специфических боевых действий силами сухопутных войск. Тем не менее, с самого начала войны он взял на себя рычаги управления вооруженными силами, полноту ответственности и действовал очень решительно.
Султан все имеющиеся ресурсы резервного полка направил на обустройство Гумистинского фронта, возведение оборонительных сооружений, ротацию личного состава. На Гагарском направлении полк почти не присутствовал. Там шли спонтанные, но тяжелые бои за овладение основными высотами для создания необходимых плацдармов будущих наступательных операций. На Восточном фронте велась очень грамотная партизанская война с добычей трофеев. Его организаторские способности проявились в первые дни войны, когда в состоянии хаоса и неразберихи он смог организовать штаб обороны, снабжение вооружением и боеприпасами, подтянуть дисциплину и взаимодействие подразделений неокрепшей еще абхазской армии. В ночь на 1 октября 1992 года Султан лично поднял по тревоге около 0 часов резервный полк. Задача была поставлена коротко и ясно. 2 имеющихся вооруженных взвода выдвинуться в распоряжении комбата Чанба. Предписано было забрать с собой уже сформированные экипажи, бронетехники и артиллерийские расчеты. Сходу применить все пригодное из трофейного вооружения, остальное перегнать на базу. Из гагарских боев взвод вышел на 90% вооруженный трофеями и без потерь. У противника было захвачено большое количество бронетехники, часть которой в количестве 3 единиц сразу же ушла в бой. Остальную перегнали в ремонтную часть. Удивительный народ Абхазии, не раз подчеркивал Султан. В Гагарах сдалась в плен в полном составе небезызвестная рота Белого Орла. По приказу Султана там же было устроено место для размещения военнопленных. К моменту прибытия в расположение части абхазское подразделение собиралось к ужину. Когда ему объяснили, что привезли пленных и они голодны, весь ужин в котлах был отдан им. Кстати, Султан придавал большое значение условиям содержания военнопленных и требовал регулярного контроля за ним. После неудавшейся январской наступательной операции грузины распустили слух, что якобы Ардзамба был застрелен одним из своих противников и его нет в живых. В Кварчале, да и не только, кое-кто действительно поверил в эту дезинформацию. Владислав Григорьевич вызвал меня к себе и категорически заявил: сегодня-завтра будет хорошая погода. Возьми еще одного летчика, я возьму охранника, и мы вместе вылетим на Восточный фронт. Но только об этом никто не должен знать. С одной стороны, слово его закон, но с другой, с полетом через линию фронта, мимо позиции грузинской ПВО был связан огромный риск. К тому же все мы помнили о судьбе несчастных людей, заживо сгоревших в сбитом над селом Лата вертолете. И я решил посоветоваться с Султаном Асламбековичем. Будь на его месте этнический абхаз, я бы ничего не сказал. Но тут иное дело. Не хотелось обидеть представителя братского народа. И я рассказал ему о нашем плане. Султан промолчал, встал и начал ходить по комнате. Было видно его волнение. «Авантюра!» — сказал наконец он. «Я понимаю, насколько важен полет Верховно-Главнокомандующего сейчас на линию Восточного фронта, но грузины, узнав об отсутствии Ардзаба на Гумистинском фронте, развернут масштабное наступление на Гудауту. Мы не можем, мы не имеем права рисковать головой председателя Государственного комитета обороны. Это мое последнее слово. Я тебе этого не прощу», — сказал мне тогда Владислав Григорьевич. Наверное, я сам себе тоже этого не прощу. Но мы действительно не могли тогда подвергать опасности его жизнь.
Были проведены первая Шромская и первая Чемчирская операция, что было неожиданно и очень болезненно для противника, который, несмотря на свое колоссальное преимущество в вооружении и в личном составе, впервые осознал свою уязвимость. В результате этих операций противник был психологически подавлен, миф о его неуязвимости разрушен, командирами и бойцами были приобретены боевой опыт и навыки. Султан все время что-то изобретал, но все его замыслы носили целевой характер. Был ли это десант на Восточный фронт, поставка оружия туда же, или локационные операции по всей линии фронта. К реализации его замыслов требовалось приступать немедленно. Скорость была бешеной. Почти никто не спал. В один из дней, когда враг с помощью бронетехники прорвал наш фронт в Эшере и Гагре и чуть не добрался до Бисусского поворота, уже через несколько дней после этого наши бойцы выровняли положение. И тогда, накануне, султан Сосналиев сказал: мы в очень тяжелом положении, но духом падать нельзя. Нужно биться до конца. Нужно спасти наш народ. Не черные же мы вороны. Не 300 лет нам жить. Умрем достойно. Многого значит, когда человек такого духа, такого характера находится рядом. Как-то султан Асламбекович приказал по рации соединить с одним из командиров подразделений, наступавших на Сухум. Неожиданно на эту же волну настроился и грузинский связист и начал всякими нецензурными выражениями оскорблять генерала Сосналиева, который до этого представился, думая, что он общается со своим подчиненным. Брань грузинского связиста продолжалась минут 10. И все это время генерал Сосналиев спокойно, не перебивая, слушал отборную брань врага. Ну а когда у грузинского связиста иссяк запас изысканных ругательств, генерал Сосналиев спокойно, с улыбкой сказал: «Какой же вы бессовестный человек!» И это была улыбка человека-победителя. Пережить неудачное наступление морально очень тяжело. Видеть, как погибают люди, как остаются невыполненными поставленные задачи. Когда ты ответственен за 1000 людей, когда посылаешь их в бой, зная, что половина из них не вернется. Выдержать это невообразимо тяжело. В таких случаях, как и весь командный состав, он завидовал рядовым. Легче было схватить автомат и бежать в бой, чтобы тебя убили, бежать в бой, чтобы убили, но только не видеть всего этого. Самым тяжелым моментом был танковый прорыв противника в августе 1993 года. Ситуация была настолько опасная, что с линии фронта были сняты резервные батальоны с целью эвакуации главнокомандующего и штаба. Оставаясь спокойным, но ясно понимая всю сложность ситуации, султан Асламбекович попросил одного из своих бойцов: найди мне патрон, пистолет с одним патроном. Почему, султан? Почему мы должны убивать себя раньше времени? Не должны. Но один патрон я должен всегда держать для себя. После неудачных наступлений он закрывался у себя в кабинете, говорил: надо подумать. И следующие операции разрабатывались в основном со Сосналиевым, и Дбаром уже совсем по-другому. Дбар был профессионалом в знаниях военной тактики, картографии. Сергей Платонович читал карту, как читают книгу. Но что касалось военного дела, Сосналиев был более твердого и жесткого характера.
Разработанные планы они выносили на рассмотрение и утверждение главнокомандующего. В последних наступательных операциях по освобождению Сухума основные наступательные батальоны шли, чтобы захватить господствующие высоты. Это было разумное решение наших профессионалов Сосналиева и Дбар. Легендарных героев Кавказа Владислава Арденба и Султана Сосналиева, ставшие символами нашей победы и независимости. Благословенны женщины из дворянских родов Надежда Язычба Арденба и Таужан Анзорова Сосналиева, явившие миру великих сыновей. У истоков нашей победы стояли героические матери. Войну выиграли матери Абхазии. Эти слова Арденба и Сосналиева стали для нас, матерей, подтверждением того, что наши жертвы были не напрасны. Этим мы и живы. Война. По моей красивой, любимой Абхазии идет враг, уничтожая все на своем пути. Всюду погромы, грабежи, издевательства. Чья это земля? Спрашивает неприятель Абхаза. Абхазская, отвечает он. Вопрос задается вновь и вновь, но каждый раз, зная, что за свой ответ он будет убит, Абхаз отвечает: абхазская. Его не просто убивают, а убивают садистски, отрезая пальцы, выкалывая глаза. Мы восточники. Впрочем, как и все остальные, не только безоружны, но еще и отрезаны от руководства республики. Начинается партизанское сопротивление, создается народное ополчение, идет окопная война. Первым из нашей семьи в ополчение уходит мой младший брат Заур, вооруженный автоматом. Затем в ополчение ухожу я. Наконец налаживается связь с Большой землей. В аду боевых действий слышу через наушники спокойный, размеренный, внушающий уверенность голос. Самшит, я 12-й, доложить обстановку. Так я знакомилась вначале с его голосом, а потом, после войны, и с ним самим. В тяжелые дни войны Гудаута была для нас цитаделью, нашей надеждой. Люди, несмотря на практически ежечасные бомбежки, приходили в штаб Восточного фронта и, молча оплакивая в душе уже погибших к этому времени многих своих детей, вместе ждали новостей с Западного фронта. Так мы услышали позывной «Я 12-й». Никто не знал, кто это. Потом передали, что это кабардинец Султан Сосналиев, который пришел в Гудауту, прорвав грузинский кордон вместе со своими соотечественниками. Народ был немало удивлен их появлением в это тяжелое время. С тех пор каждый день я слышала в эфире тихий, спокойный голос. Самшит, я 12-й, доложить обстановку. Иногда бывали ситуации, разрешить которые мог только 12-й. Конечно, очень хотелось увидеть его самого. Похож ли он на того героя, непоколебимого горца, образ которого я создала в своем воображении.
И вот долгожданная победа. Я перехожу на службу в Министерство обороны Республики Абхазия. Лейтенант Бирая Фатима. Представилась я ему. Зная, что моя фамилия ему ни о чем не говорит, добавила: я Самшит. Он улыбнулся и тепло обнял меня. Да, это был тот самый герой, чей портрет я вообразила по голосу. Обаятельный человек с военной выправкой, волевым, но в то же время очень добрым взглядом. Вот каков он, легендарный адык. Убивают люди, они же и воскрешают. Главное не поддаться отчаянию и не пройти мимо человека, готового помочь тебе не затеряться среди житейских невзгод и душевных разочарований. Для Любови Николаевны таким человеком стал Султан. Вначале она нашла в нем друга, в котором нетрудно было разглядеть человека, сеятеля добра. С надежным человеком можно смело идти по жизни. И она пошла. И перед ней распахнулся огромный мир, бескрайний, как небо, о котором Султан редко когда рассказывал, но чья глубина и голубизна отчетливо отражалась в его глазах. Он говорил не словами, а поступками. И сейчас в общении с родственниками многие говорят о том, как он был надежен. Мог мудро решить проблему, при этом ничего не требовал взамен. Помог и забыл, никому об этом не рассказывал. О многих таких поступках Любовь Николаевна узнала от тех людей, кому он помог после того, как его уже не стало. Султан Асламбекович безгранично любил мать и брата. Был готов отдать за них жизнь. И это не праздные слова. Наблюдая за султаном, можно было увидеть, какой теплый и нежный взгляд становился у него, когда он смотрел на свою мать. Любовь Николаевна вспоминает, как в первые годы семейной жизни она наблюдала такую картину. Султан встал, подошел к матери, осторожно и бережно поправил выбившуюся из-под косынки прядь волос, нежно провел по голове рукой и сел. Это нежное поглаживание приятно удивило Любовь Николаевну, и она поняла, что Султан очень заботливый сын, а у нее очень добрая свекровь.
И она не ошиблась. Мать султана полюбила ее и относилась к ней как к дочери, порой доверяя ей самое сокровенное. Она была мудрой женщиной и полностью оправдала свое дворянское происхождение. Самым большим ее счастьем и гордостью было то, что она смогла одна, без мужской опеки, воспитать достойных сыновей рода Сосналиевых. Перед днем рождения султана, так как и у Толика тоже был день рождения через месяц, она всегда давала деньги, поясняя при этом, что хочет из своей пенсии сделать им подарки. И всегда просила купить им одинаковые голубые рубашки. Она говорила, у них голубые глаза. Этим объяснялся обязательный голубой цвет. Наблюдая за султаном, после того, как гости уходили со дня рождения, можно было видеть, с каким нетерпением он рассматривал подарки. Его глаза светились от удовольствия, как у ребенка, который уже 100 раз получал в подарок машинку или другие игрушки, но радовался, как будто бы это первая его машинка. Мне всегда было интересно наблюдать за превращением взрослого мужчины-воина в ребенка. Видно, сказывалось трудное послевоенное детство и то, что мать, которая рано овдовела, не могла баловать своих сыновей подарками. Он, как иногда делают другие, не сортировал подарки на плохие и хорошие, дорогие и дешевые. Рискуя быть не по обычаям слишком откровенной, Любовь Николаевна не могла не признаться в том, что порой ее счастье омрачалось страхом потерять это счастье. Пройдет совсем немного времени, и она поймет, что предчувствия не обманули ее. Кое-кто посмеивался, называя Любовь Николаевну женой декабриста. И невдомек было этому остряку, что сибирские морозы – ничто по сравнению с испепеляющим огнем войны, которую защитники Абхазии гордо шли на смерть. Она стала свидетелем страшной беды. Видела убитых горем матерей, которые оплакивали и гордились своими сыновьями, которые погибли, защищая свободу общей для них Родины. Султан подарил Любови Николаевне благодарную ей за его подвиг страну, друзей, проверенных и испытанных им на дорогах войны и мира. Все смешалось в ее жизни. Быль и явь. Так же, как и тысячелетиями смешивалась кровь наших народов.
Для меня многое связано с этим днем. Это конец величайшему напряжению, в котором мы все пребывали. Это то самое главное, к чему мы стремились. 30 сентября для меня самый счастливый день. Я помню, как ко мне пришел министр обороны Абхазии Султан Сасналиев, принес бутылку с водой, поставил ее на стол и сказал: «С победой нас! Это вода из реки Ингур». Султан Асламбекович обладал личным магнетизмом. Он притягивал к себе людей. Его аура была светлой. Он не повышал ни на кого голос. Он мог сказать тихо, но его слышали все. Он был честен, убедителен, спокоен, тактичен, как кабардинский рыцарь. Он не употреблял сильных выражений, не говорил лестных слов. Лаконизм и тактичность были его фирменными чертами. Даже боевые приказы Султан Сасналиев отдавал негромко, спокойным, но твердым тоном. При этом он всегда умел организовывать и нацеливать людей на самое главное – на победу. Считалось, что он был человеком жестким, но справедливым. Он был требовательным к подчиненным, но прежде всего к самому себе. Когда он вызывал к себе военнослужащих, то на их лицах можно было прочитать, как они волнуются и переживают. Когда же они выходили от него, то все говорили: какой-то настоящий человек, умный и справедливый. Он понимал детей, понимал взрослых, пожилых и ко всем относился с пониманием. Даже общаясь с кем-то 5-10 минут, он сразу притягивал к себе уважением, вниманием, чувством такта, совестливостью. Он был очень воспитанным человеком. Давало о себе знать его дворянское происхождение, чувствовалась его высокая культура и духовное богатство. В любой экстремальной ситуации Султан Сасналиев не поддавался панике, сохраняя спокойствие. Твердость характера, немногословность и выносливость отличали его. Критика всегда была пластичной, демократичной. Отменная офицерская выправка, волосы проседью, усы, немногословен, держится свободно. Энергия его обаяния притягивает и располагает. Султан покорял не красноречием и не суетливым изображением кипучей деятельности. Он был несколько иной, с некой олимпийской закваской манер и стати. Вдумчивость, степенность и принципиальность помогали ему решать многие проблемы еще в момент их возникновения. Он умел дружить, но не прощал предательства. Он, конечно же, мог простить небольшие ошибки, но не подлость. Никто не помнит его уходящим. Он всегда шел навстречу. Он отказался от жизни нормального человека ради нас с вами. Сейчас я проснулась.
Kişha Ахрашазын ахраша Уякнын заснейны схуп Ахур бгескешта, ахур бгезда Ргаща камадзам сублуб Язып шулып шапаира Сыпсат гилаяйра язып шуп Ахур бгезгешта, ахур бгезда Ргаща камадзам сублуб Язып шулып шапаира Сыпсат гил Аяйра язып шуп Аяйра яцилый тужлар Апсны ахаквит разит ахаз Дик детелет афырхаца Агурга хысыбжныга хаз Аяйра яцилый тужлар Апсны ахаквит разит ахаз Дит детелет афырхаца Агурга хысыбжныга хаз Hey. Все, пошли. Ну, Артур, не хочется расставаться, но что делать? Надо честь знать. Надо нам в дорогу собираться. Наша сила в нашем единстве. Абзирос, Сашка. Абзирос. Счастливого пути. Поехали! Дело. Абзирос, Адгур. Ай, Афарамура. Казак дорогой. Увидимся. Ну, поехали! Абзирос. Давай. Мы ждем вас. Я уверен, что в самом ближайшем будущем вы вернетесь сюда не для того, чтобы защищать уже Абхазию с оружием, а для того, чтобы почтить память своих братьев, которые пали на этой земле, чтобы вместе с нами строить новую Абхазию и вместе с нами радоваться жизни и счастью. Как и когда закончилась бы грузино-абхазская война без добровольцев и поддержки через их народов, представителями которых они являлись, трудно себе представить. Если б рядом с Владиславом Ардзинба не оказался бы такой, если бы рядом с Владиславом Ардзинба в тот трагический период не оказался бы такой мудрый и решительный полководец, как Султан Сосналиев, трудно было бы предсказать, насколько затянулась бы наша борьба за свободу и независимость. Личность генерала Сосналиева, его дух, непоколебимость, знание и опыт, его заслуга в организации абхазского сопротивления сыграли колоссальную роль не только в обеспечении абхазо-адыгских народов.
Чем дальше мы отделяемся от войны, тем больше убеждаемся в том, что Владислав Григорьевич Арзенба, верховный главнокомандующий, и Султан Асламбекович Сосналиев, министр обороны, это единый сплав выдающегося ученого, политика, дипломата, главы государства, принимавшего множество политических, дипломатических решений, мужественного и сдержанного в оценках, глубоко постигшего военную науку, хорошо понимавший абхазский народ, ценивший абхазских воинов, убежденного в победе полководца. Под руководством этого сплава народ Абхазии завоевал свободу и независимость. Нам, абхазам, необыкновенно повезло, что в нужное время, в нужном месте одновременно оказались такие значительные личности, гиганты. Владислав Арзенба, политик. Владимир Аршба, первый министр обороны. Султан Сосналиев, стратег. Сергей Тбар, тактик. Мы, абхазы, в вечном долгу перед всеми добровольцами Северного Кавказа, Юга России, нашей зарубежной диаспоры, которые плечом к плечу вместе с нами отстояли нашу свободу и независимость. И, конечно же, в главном созвездии их имен Султан Асламбекович Сосналиев. Негасимая мегазвезда. Сосналиев, 12-й на проводе. Это голос победы. Прославленных традициях Кавказа, в объятиях седовласой кабарды воспитан легендарный брат Абхазов, и он не отвернулся в час беды. Плечом к плечу стояли добровольцы, нещадно били гнусных палачей. Отважные, решительные горцы, Кавказ растил достойных сыновей. Собрав отряд из первых добровольцев, Султан прорвал редуты в 3 кольца, а вслед за ним и до восхода солнца пошли по перевалам на врага. Плечом к плечу стояли добровольцы, нещадно били гнусных палачей. Отважные, решительные горцы, Кавказ растил достойных сыновей. А память поколений не иссякнет, 12-й на проводе всегда. Ты мудрый воин, благородный всадник, разбивший планы подлого врага. Плечом к плечу стояли добровольцы, нещадно били гнусных палачей. Отважные, решительные горцы, Кавказ растил достойных сыновей. Плечом к плечу стояли добровольцы,
гнусных палачей. Отважные, решительные горцы, Кавказ растил достойных сыновей. В театрализованном представлении, организованном управлением культуры города Сухум, участвовали Главный специалист управления культуры Нарсол Абухба. директор Дома культуры города Гагра Дмитрий Пипья. Учащиеся Сухумской школы искусств. Педагог-хореограф Вероника Полуэктова-Апсава. Учащиеся студии Яйрума, руководитель, заслуженная артистка Абхазии Анжела Дбар. Артисты ансамбля песни и танца «Эрцав». Артисты государственного танца «Шаратон» имени Эдуарда Бебия. Заслуженный артист Республики Абхазия Даур Пипия и артистка балета государственного заслуженного ансамбля песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш Диана Апсава. Солисты государственного ансамбля танца Абхазии «Шаратон» имени Эдуарда Бебия Амина и Эдуард Бебия. Актриса Русдрама имени Фазиля Искандера Милана Ломия. Актер Русдрама имени Искандера Рубен Тепелян. Заслуженная артистка Республики Абхазия, актриса Русдрама Наталья Папаскири. Андрей Карпов. Актер Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба Саид Кокоскерия. Актер Государственного молодежного театра Мдар Сакания. Заслуженный артист Абхазии, актер молодежного театра Аслан Анкват. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжденный медалью за отвагу Гарри Аджинджал. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, заслуженный артист Абхазии Даура Руха. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, заслуженный артист Абхазии Адгур Малия. Актер Государственного молодежного театра Ахра Кварчия и юная актриса Лея Гургулия. Заслуженная артистка Абхазии, хореограф-постановщик, руководитель студии Яйрума Анжела Дбар. Алиса Шамба. Алхас Монаргия. Дорогие добровольцы,
Конечно, Нала Хашиг, отдельные аплодисменты Нала Николаевна. по многочисленным просьбам зрителей. Нала Хашиг и Тимур Кокоскир – это два человека, которые на протяжении всех этих недель все это дело придумывали, организовывали, собирали нас всех вместе, по отдельности, малыми группами. Большой-большой труд. Спасибо, Нала Николаевна, Тимур, дорогой. Дорогие ветераны, спасибо вам большое. Мы желаем вам крепкого здоровья. Народ Абхазии никогда не забудет ваше братское плечо, которое было подставлено 31 год тому назад. Мира всем нам и добра. Спасибо. Приветствую всех, кто находится сегодня в зале. Приветствую весь народ Апсны. Сегодня на этой сцене показали Султана Сасналиева с позывным 12. Я хочу поблагодарить весь состав, который сегодня так красиво, так достойно показал значимость добровольческого движения, значимость Султана. Но состоялся ли бы Султан Сасналиев, стал бы он таким полководцем, если бы плечо к плечу с ним не стояли все добровольцы Северного Кавказа, Юга России, всей России и зарубежья. Разве он бы стал бы тем полководцем, если бы весь народ Абхазии не стал рядом с ним? Нет, конечно. Я благодарна каждому, кто помог ему стать тем человеком, каким он остался в истории. Я хочу поблагодарить Налу Хашиг, которая подготовила это мероприятие. Много дней она консультировалась со мной, просила материалы, все, она жила все эти дни только с тем, чтобы достойно показать, как она видит именно Султана Сасналиева. В Абхазии быстро разносится молва, вы это знаете. И вот молва мне принесла сегодня такую новость, что у Налы Хашиг сегодня юбилей. И молва сказала, что самый лучший подарок в этой жизни – это сегодняшнее мероприятие, сегодняшний день. Знаете, она многое сделала. Она так тонко, так чутко все поняла о Султане. Я просто преклоняюсь перед вами. Я надеюсь, что то, что вот она показала, что самое главное было для добровольцев, самое главное было для Султана, но самое главное было для тех абхазов, которые
взяли оружие, это свобода. Я думаю, эту свободу вы пронесете и дальше. Мира и процветания всем. И табук дарадза, и табук. Если что-то мы сделали, что-то упустили, вы нас простите, но все, что мы показали, все, что мы смогли это сделали от души. Вот совершенно искренне. Мы просто проживали историю Султана Асламбековича с детства, с легенды. Спасибо вам огромное, что вы и есть. И табук дарадзе, хам тапшаны, ха шахацгалас шахайз. Спасибо огромному коллективу творческому, которые ответственно отнеслись к этому очень ответственному мероприятию. И табук дарадзе зеге. Дорогие ветераны, добровольцы, меньше чем через 2 месяца мы вместе будем отмечать 30-летие победы и независимости Абхазии. Мы будем рады вас видеть не только в праздничные дни. Спасибо за мир, спасибо за победу. Да хранит вас Всевышний. Нагдзарак зайд абсынра, нагдзарак зайд аяйра. Чардамта, псныгылар, чардамта, псынра.